В Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми прошла прямая линия с участием исполняющего обязанности главы Сосногорского района Сергея Дегтяренко. Проблемы, озвученные жителями, носили как общественный, так и частный характер. Так, жительница Малой Перы обеспокоена тем, что крышу в ее доме делают в ноябре. Женщина переживает, не скажутся ли зимние условия на качестве ремонта. Как пояснили представители управления ЖКХ, сроки ремонта связаны с процедурными моментами, которые во многом зависят от завершения конкурса по выбору подрядчика. При этом подрядчик обязан учитывать сезонные условия и произвести ремонт качественно. Сергей Дегтяренко подчеркнул, что контроль за выполнением работ обязателен и поручил управлению ЖКХ взять этот вопрос на заметку. У подрядчика, да, на гарантии будет находиться эта крыша, поэтому по гарантийному обслуживанию, естественно, будут устранять. Несколько звонивших говорили об отлове бродячих собак, которых с каждым месяцем становится больше. Жители 6-го микрорайона и Сосновки сетовали на сердобольных горожан, которые подкармливают животных. На сегодняшний день деньги на отлов из бюджета выделены. Работа ведется по заявкам, которые горожане оставляют по телефону 112. Михаил Иванович, если вы заявочки оставляли, Михаил Иванович, послушайте меня, если вы заявочки оставляли, мы проконтролируем, естественно, исполнение этих заявок. Но хочу вот вам также заметить, да, что вот вы раз уж вы про защитников заговорили, вот, с этой стороны и нас тоже контролируют. Мы имеем право отлавливать только взрослых особей собак, которые ведут себя агрессивно и представляют угрозу для здоровья человека. Не обошлась прямая линия и без вопроса об открытии бассейна. Сергей Дегтяренко рассказал позвонившему пенсионеру о том, что в данный момент ведутся пусконаладочные работы. После их завершения бассейн откроется в тестовом режиме, что позволит муниципалитету убедиться в том, что все системы работают исправно. Прозвучал вопрос и о местах погребения. Этот вопрос активно обсуждался в течение лета. Кладбище на 9-м километре автодороги Сосногорск-Нижний Одес является основным и работает в текущем режиме, но его территория практически исчерпана. А на так называемом старом кладбище по улице Гайдара, начиная с 2008 года, производятся только родственные захоронения. О необходимости расширения территории этого кладбища говорили на заседании Горсовета, на котором депутаты приняли положительное решение. Территорию планируют увеличить почти на 3 гектара. Это позволит решить проблему с захоронением на несколько лет. Причем предложение соответствует всем санитарным нормам и правилам. В сентябре этого года заключен контракт на выполнение проектно-изыскательных работ. После будут проведены мероприятия по благоустройству и расширению объекта. В рамках прямой линии 2 человек Сергей Дегтяренко принял лично. Людмила Александрова задала вопрос о предоставлении ей жилого помещения. В 1993 году прошлого века она получила прописку в так называемом учительском общежитии, поскольку в то время работала молодым специалистом в одной из городских школ. Начиная с 2003 года Людмила Арсентьевна в общежитии не проживает, но считает, что заслужила право на получение новой жилплощади, которую предоставляют при расселении общежития. Как пояснили в управлении образования, сейчас оснований для этого нет. Более 15 лет женщина не работает в системе образования, а служебное жилье предоставляется действующим педагогам. Сейчас дело о снятии жительницы с регистрации в служебном общежитии рассматривается в Сосногорском городском суде. Поэтому Сергей Дегтяренко предложил дождаться решения независимой инстанции. Сосногорск готовится к новогодним праздникам. В планах установка ледовых городков во всех частях города, замена и увеличение протяженности праздничной иллюминации. На сегодняшний день готова конкурсная документация, а выбор подрядчиков будет сделан по итогам открытых конкурсных процедур. Работы планируется начать уже в начале декабря. Главная новогодняя ель Сосногорска по традиции будет установлена в сквере железнодорожников. Планируется, что здесь также появятся горки для ребят разного возраста и главные символы Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Олицетворять 2019 год, который по восточному календарю считается годом желтой свиньи, будет любимый многими поколениями россиян сказочный персонаж Пятачок. На площади имени Гагарина компанию Деду Морозу и Снегурочке составит героиня популярного современного мультсериала «Свинка Пеппа». Новогодние персонажи заглянут и в железнодорожную часть Сосногорска, которая раньше украшалась силами железнодорожников. В
прошлом году управление ЖКХ предусмотрело обустройство ледяных горок, а в этом году на площади перед Домом детского творчества наряду с горками, которые украсят персонажи популярной сказки о 3 поросятах, установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. А вот благодаря масштабным работам по ремонту световых гирлянд улицы Зои Космодемьянской, 65 лет Победы, Пионерской, Лесной и Горького засияют в новом свете. Предполагается замена 323 диодных ламп, окрашивающих гирлянду в цвета российского триколора, а также 200 строп-ламп, работающих по принципу фотовспышки и создающих особую праздничную атмосферу в городе. В соответствии с техническим заданием подрядчик будет обязан дать 2-летнюю гарантию на работоспособность отремонтированной гирлянды. Отметим, что работы по восстановлению городской праздничной иллюминации проводятся впервые за 10 лет. Также впервые к Новому году будет оформлен и Сосногорский сквер Победы. В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды здесь будут установлены светодиодные консоли. Помимо всего, управлением ЖКХ было принято решение об установке системы видеонаблюдения. Круглосуточное видеонаблюдение позволит иметь видеозапись происшествия, установить правонарушителя, а также послужит профилактикой правонарушений в сквере. В настоящее время работы по установке и подключению камер наружного наблюдения завершены. В минувший вторник во всем мире отмечался День ребенка. В его рамках проходят различные акции, на которых особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних. В Сосногорске основные мероприятия прошли накануне. Среди них встречи со школьниками, а также прямая линия, посвященная правовой защите детей. А уже на этой неделе в Доме детского творчества прошел флешмоб на тему безопасности на дороге. Очередной раз мы собираем ребят с целью популяризации светоотражающих элементов. То есть мы хотим, чтобы дети осознавали и понимали, для чего они носят светоотражающие элементы, их предназначение, их особенности. Светоотражающие элементы являются незаменимой частью для детей, особенно в темное время суток и в осенне-зимний период. Под веселую музыку ребята с большим интересом повторяли танцевальные движения за выступающей группой. Флешмоб вызвал интерес не только у детей, но и у взрослых, ведь от них в большей степени зависит то, как их ребенок будет вести себя на дороге. По окончании мероприятия всем участникам раздали светоотражающие элементы в виде веселого смайлика, который необходимо закрепить на верхнюю одежду, либо на портфель. Так дети станут более заметны на проезжей части в любое время суток. Сосногорский район получил паспорта готовности к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, практика выдачи таких паспортов действует на территории России с весны 2013 года. Проверкой готовности к отопительному сезону занимается Федеральная служба Ростехнадзор. Также напомним, что в этом году на Сосногорской ТЭЦ завершились 2 крупные реконструкции. В результате повышена надежность и эффективность градирни и статора генератора. Готовность к несению необходимых нагрузок подтвердили испытания энергетического оборудования. Сегодня в республике стартовала акция «Добрый Новый год». В течение месяца артисты профессиональных театров Коми, а также Республиканской филармонии побывают во всех муниципалитетах республики. В составе творческого десанта также молодежная кавер-группа и мастера декоративно-прикладного искусства. Участников акции ждут тематические встречи и мастер-классы. В рамках акции творческий десант посетит Сосногорск 17 декабря. 22 ноября в Сосногорском универсальном спортивном комплексе «Метеор» стартует первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 6-7 годов рождения. За звание чемпиона сразятся команды из 8 муниципалитетов региона. В первый день сосногорские футболисты проведут 4 встречи с командами Троицко-Печорского, Сысольского и Ударского районов, а также с командой из Сыктывкара. Открытие соревнований в 2 часа дня. 23 ноября городской дом культуры «Горизонт» приглашает на концерт заслуженного работника культуры Республики Коми Татьяны Шевченко. Концертная программа «50 лет на сцене» пройдет с участием лучших коллективов Сосногорского района и станет творческим завершением Года культуры, объявленного в Республике Коми. Начало в 17 часов.
вход свободный. А вот 25 ноября на сцене «Горизонта» свою программу представит ансамбль народной песни «Северная околица» и квартет народных инструментов «Дивертисмент». Концертная программа «Песня. Душа народа» состоится в это воскресенье в 15 часов. Она приурочена ко Дню матери и празднованию Дня города. В Республике Коми с середины недели начнутся небольшие умеренные снегопады, слабые метели, а также усилится западный ветер. Температура воздуха в ночные периоды в среднем будет на отметке минус 9 градусов. При облачных прояснениях вероятно понижение до минус 18. Днем гораздо теплее – минус 2, минус 7. К концу недели температура воздуха в целом по региону понизится до минус 15-20 градусов. На крайнем северо-востоке до минус 30.